столицы. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона редактор Светлана Антонова. 12 января в Москве были определены победители первого конкурса президентских грантов 2023 года. По решению Координационного совета гранты президента Российской Федерации на сумму более 4 миллиардов рублей получили 1845 некоммерческих организаций. Именно их проекты получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Среди лидеров 20 победителей из нашей республики, среди которых город Якутск лидирует по их количеству. Это 6 проектов. И сегодня у нас в студии один из победителей конкурса. Это проект «В первый раз в инклюзивный класс». И у нас в студии руководитель проектов благотворительного фонда «Харысхал», психолог Елизавета Александровна Зарубина. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Ну что же, мы начинаем наш разговор. Елизавета Александровна, вот ваш проект называется «Первый раз в инклюзивный класс». Да? Давайте все-таки напомним нашим телезрителям, радиослушателям и дадим определение, что такое инклюзивное образование. Инклюзивное образование, по моему мнению, это то пространство, где может обучаться любой ребенок, вне зависимости от того, есть у него какие-то нарушенные виды развития или нет. То есть, есть ли у меня сложности в обучении или нет, я имею право в любом случае получить образование. Угу. Хорошо. Если ребенку нужны специальные условия для социализации, например, для обучения, то каким образом должен решаться вот этот вопрос? В первую очередь важно определить, что именно нужно конкретному ребенку, потому что, допустим, все-таки, если мы, допустим, не сталкиваемся с этой историей, то мы можем подумать, что человек с инвалидностью – это только тот, кто ездит на коляске, например. Может встретиться такое стереотипное мнение. И, исходя из этого, мы будем думать, что в каждой школе должен быть пандус для того, чтобы была возможность подняться в здание на инвалидной коляске. Но это не совсем так, потому что вот групп заболеваний их много. И, например, какому-то ребенку может понадобиться тьютор. Тьютор – это тот, кто будет помогать ребенку осваивать образовательную программу, потому что классный руководитель один, и он не может… его внимания может не хватить. Да, для всех. Угу. Возможно, нам нужна будет помощь какой-то архитектурной доступности. То есть, допустим, чтобы были лифты, пандусы. Возможно, нужно будет подумать над светом, звуком. То есть, сколько видов нарушений, столько и возможностей, которые, возможно, нужно создать. Хорошо. А вот помогает ли обучение в обычной школе ребенку с особенностями развития? Вот как вы считаете? Здесь я знаю, что есть очень много мнений. Это очень такая животрепещущая и эмоциональная тема, потому что есть некоторые вопросы, которые затрагиваются в разрезе того, что а вдруг мне нанесут вред или моему ребенку, будет ли нам всем комфортно, удобно и так далее. И иногда есть практика того, что если не можешь учиться, тебе нужно идти куда-то в специализированную школу. Но не все так просто, как нам кажется на первый взгляд. И иногда бывает, что у ребенка есть благоприятные условия для того, чтобы нивелировать те сложности, которые у него есть. И очень важно дать вот этот вот шанс для того, чтобы была возможность попробовать. Но также важно понимать, что массовая школа, она, на то слово и массовая, потому что там очень много детей, там сложно предусмотреть индивидуальный подход к каждому ребенку, но при этом мы все-таки выступаем за мнение, которое заключается в том, что среда является ключевой в развитии ребенка. И если есть возможность подтянуться за сверстниками, то важно испробовать и этот шанс тоже. Угу. А как например, учителя общеобразовательных школ, как, например, сами ребята относятся к тому, что у них в классе может быть ребенок с особенностями развития?
Это вопрос Опять тоже же, ведь неоднозначный. да, интересный, потому что если в личной жизни человек столкнулся с этим, либо кто-то его из родных, из родственников, либо из друзей столкнулся с такой проблемой, то человек, как правило, более толерантен. Если же такой ситуации никогда не было, то это будет в новинку и может повлечь какие-то негативные отзывы, мнения. И поэтому очень важно доносить ту мысль, что несмотря на то, что у человека не может быть руки, он может, в принципе, взаимодействовать также в социуме, как и человек, условно говоря, с двумя руками. И очень важно проводить работу по тому, что все люди разные, могут быть разные и должны быть разные, мне кажется, потому что, к сожалению, никто не застрахован от того, чтобы либо стать человеком с инвалидностью, либо вот в семье. То есть, к сожалению, вот так бывает в жизни. Как помочь все-таки ребенку с особыми потребностями включиться в образовательный процесс, социализироваться? На первый взгляд может показаться, что ребенок придет, на него никто не будет обращать внимания, он будет чувствовать себя одиноко и и ничего не получится. На самом деле, мне кажется, дети чуть более эмпатичны, чем взрослые. Они с радостью принимают ребят. И если мы объясним, как правильно приветствовать такого человека, как его встретить, и если взрослые возьмут ответственность на себя в плане интеграции этих детей, то, мне кажется, успешных кейсов будет больше. Потому что в школе есть и психолог, и социальный педагог, и классный руководитель. Это в том числе работа с родителями также. И хорошо, если есть тьютор, да, который помогает. Да, но не всем положен, к сожалению. Хорошо. Давайте обратимся все-таки к статистике. Да, сколько детей с ограниченными возможностями здоровья зарегистрировано у нас в республике, да, и сколько из них нуждаются в особом образовательном подходе? К сожалению, мы являемся в некотором понимании лидерами по статистике. Со статусом ребенок с ограниченными возможностями здоровья у нас на территории республики более 7 тысяч детей. При этом не все из них имеют инвалидность, но тем не менее каждый из этих детей нуждается в создании специальных условий. При этом, опять же, они могут быть разные в зависимости от того, какой вид нарушения у ребенка. Например, мой сын имеет некоторые речевые сложности. И он имеет статус ребенок с ОВЗ. И, допустим, ему сейчас в мае будет 6 лет, и когда он пойдет в 1 класс, по тяжести нарушений ему не положен тьютор, но при этом у него есть в силу некоторых особенностей будут сложности с освоением образовательной программы. И очень важно понять, что нужно делать, чтобы он освоил программу в той степени, которая подвластна именно ему. И, допустим, есть ребята, которые хорошо говорят, но, допустим, они проимплантированы, у них кохлеарный имплант. Может быть, ребенок вообще не владеет речью, а может быть, у него сохранный интеллект, и он передвигается на коляске. То есть в зависимости от того, с каким заболеванием ребенок, от этого зависит, какие условия мы ему должны создать. Наверное, самый сложный, мне кажется, вопрос, да, какова ситуация с инклюзивным образованием у нас в республике? Это такой очень острый вопрос, который нашел, мне кажется, свой отклик в том, что мы стали победителями, потому что если бы эта тема не была актуальной, да, вряд ли мы бы стали победителями, да, что, с одной стороны, является плюсом и минусом одновременно. Отмечается некоторый рост статистики по заболеваемости, и есть некоторые сложности с тем, что система не поспевает за трансформацией, то есть люди рождаются каждый год, а система трансформируется, к сожалению, не так быстро, и, допустим, иногда бывает, что родители недовольны, потому что им необходимо решить проблему здесь и сейчас. И мы видим свою миссию в том, чтобы, насколько мы сможем, мы бы хотели помочь решить данный вопрос ребятам, которые попадут в нашу возрастную категорию в данный момент времени. Как раз мы говорим о ситуации с инклюзивным образованием. Да, у нас только 35-я школа, да, ориентирована
Ну, 35-я школа позиционирует себя как хорошая позитивная практика на территории нашей республики. То есть при этом, в принципе, есть школы, где реализуют принципы инклюзивного образования, но, возможно, мы не знаем о них вот так, как знаем о 35-й школе. И поэтому хотелось бы, чтобы таких школ однозначно стало больше. Хорошо. Ну и давайте перейдем к вашему проекту непосредственно. Да? Проект называется «В первый раз в инклюзивный класс». Да? Что предполагает ваш проект? Каким образом он призван помочь людям? У наш проект, он долгоиграющий, он рассчитан на 1,5 года деятельности и затронет, затрагивает ребят, родителей, учителей школы именно вот 2023-2024 учебный год. Наш проект включает в себя также работу, могу рассказать по календарному плану, потому что... Она строится, собственно, по календарному Да, по календарному плану. Да. Если мы точно знаем, что у нас в сентябре ребята пойдут в 1 класс, то мы должны предпринять определенные шаги для того, чтобы этот поход был комфортным. Сейчас мы начинаем работу с детскими садами, в которых есть ребята-выпускники, у которых есть статус ОВЗ или ребенок-инвалид. Также родители могут обратиться к нам в фонд для того, чтобы ребенок стал участником этого проекта. В чем конкретно заключается участие в проекте? У нас в рамках фонда есть проект «Комплексная диагностика», где одновременно на одной площадке работает логопед, психолог, невролог и авотерапевт. И мы даем сторонний взгляд на актуальный уровень развития ребенка вот в данный момент времени, даем определенные рекомендации. И иногда бывает так, что ребенку нужно пойти в школу не в 7 лет, а в 8 лет, а кому-то в 9. А кто-то может пойти по возрасту, и, в принципе, все будет хорошо. И получается также у нас есть, мы сотрудничаем с нейропсихологами, с клиническими психологами, сам фонд. И у родителей есть возможность получить помощь специалистов, в том числе по юридическому сопровождению данного процесса. Вот. И основная, мы работаем с родителями и детишками. И вторая часть нашего проекта заключается в том, что мы собираем и консолидируем вот эти вот самые лучшие инклюзивные практики, которые есть не только в республике, но и на всей территории нашей большой страны. Мы ставим перед собой амбициозную цель создать образовательную программу, которая обучила бы специалистов-тьюторов, которые непосредственно осуществляют работу в инклюзивных и ресурсных классах. Хорошо, подробнее об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Вход в образовательную среду». Это процесс, который является сложным и для детей, и для родителей, и для педагогов. Итак, сегодня мы говорим об особенностях социализации и обучения детей с особенностями развития. А также рассказываем, как конкретный проект Фонда президентских грантов помогает решать эти проблемы. А я напомню, что у нас в студии гость – это руководитель проектов благотворительного фонда «Харысхал», психолог Елизавета Александровна Зарубина. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 1166. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моему собеседнику, то присоединяйтесь к нашему разговору. Что же, Елизавета Александровна, давайте продолжим рассказывать о вашем проекте. Да? Мы сказали, что все мероприятия его связаны как раз-таки с календарным планом. И основную часть также мы планируем уделить помощи школам, потому что все-таки мне кажется, что если мы расскажем, как облегчить создание ресурсных классов и распространять инклюзивное образование, то таких школ будет однозначно больше. Но это наша гипотеза, и планируем мы ее проверить в помощь созданию образовательной программы, то есть курса, условно говоря, на котором может обучиться педагогический работник, либо родитель, который хочет поближе познакомиться с инклюзивным образованием и, конечно же, с тьюторской работой специалиста-тьютора внутри школы.
Мгм. Действительно, очень много будет зависеть в образовательном процессе именно от тьютера, от наставника, помощника, да, вообще, как развита эта школа наставничества у нас, и любой ли человек может стать тьютором? Мне кажется, что каких-то ограничений к тому, чтобы стать тьютором, однозначно нет. Очень важно понимать, что все-таки нагрузка тьютора, она своеобразного характера. И нужно обладать большим терпением, высоким уровнем эмпатии, быть неконфликтным, спокойным, потому что, допустим, тьютора назначают ребятам, у которых есть сложности в общении. То есть это, в рамках своей работы вам нужно будет понять другого ребенка, которого вы, возможно, увидели вообще первый раз в своей жизни, и вам необходимо будет сопровождать его в рамках школы, в столовую, на уроках, на перемене. И поэтому очень важно владеть пониманием основ детской психологии, уметь общаться с родителями такого ребенка, потому что все-таки это тоже та категория родителей, которая нуждается во внимании и заботе чуть больше, чем обычные родители. Вот. Можно ли говорить, что тьютором может быть педагог, социальный работник? Да, педагог, социальный работник. Есть кейсы, когда тьютором становится родитель, но очень важное правило, чтобы не было заинтересованности в том, что я работаю там, где учится мой ребенок. Важно, не работать там, где учится твой ребенок. Это единственное пожелание. На самом деле. Хорошо. А в вашем проекте есть еще такое понятие, как ресурсный класс. Что оно подразумевает? Давайте объясним. Ресурсный класс – это малокомплектный класс, в котором могут учиться ребята либо с общими заболеваниями, либо с разными нозологиями. Преимущество ресурсного класса заключается в том, что он реализуется на базе обычной общеобразовательной школы, но он является малокомплектным. Количество учеников там не достигает, как правило, там максимум 10 ребят. Есть 2 либо 3 тьютера в среднем, и есть классный руководитель. И ресурсный класс учится, соответственно, по облегченной образовательной программе. Чтобы освоить образовательную программу, была возможность у каждого из участников этого класса. И ресурсные классы помогают нам дорастить ребенка до того, чтобы, когда он перейдет в среднюю школу, принять решение о том, в какую школу ему необходимо перейти, остаться в общеобразовательной, либо, возможно, пойти в коррекционную школу, потому что этот сензитивный период, он сохраняется у ребенка в эти важные года 1, 2, 3, 4 классов. И очень важно, не рубить с плеча, определяя ребенку образовательный маршрут на все предстоящие 10 лет в 1 классе. Хорошо. А в чем отличие, например, ресурсного класса от специализированного? Получится ли ребенок в дальнейшем аттестат? Это же ведь очень важно для дальнейшей социализации ребенка. Если ребенок обучается там, документ об образовании, который получает ребенок по окончанию школы, зависит от того, по какой программе он обучался. Сейчас у нас получают свидетельство об окончании школы ребята, которые обучались по программе 8 вида. То есть это программа для ребят, у которых есть интеллектуально-лингвистические нарушения такого стойкого характера. И получается, если ребята обучаются по остальным программам, то в получении аттестата у них ограничений нет. И в этом плане, конечно, родители пугает перспектива того, что ребенок может не получить образование и не получить аттестат, потому что после школы не такой большой выбор мест, куда можно поступить со свидетельством, и стремление родителей определить ребенка в школу, которую он закончил бы с аттестатом, оно, понятно, чем продиктовано, так сказать. Хорошо, возвращаясь к теме тьюторства, каким образом вы предполагаете готовить специалистов, каким образом будет осуществляться отбор или, может быть, конкурс и обучение тьюторам. Любое обучение, оно ведь все-таки, мне кажется, предусматривает какие-то финансовые средства и так далее. Наш проект получил финансовую поддержку из Фонда президентских грантов, что позволяет нам сделать нашу программу достаточно
так сказать, хорошей, потому что средства гранта предусмотрены на оплату услуг спикерам. Ну, соответственно, чем лучше специалист по качеству преподавания, тем дороже он стоит. И благодаря поддержке фонда у нас будет возможность обучить наших тьюторов, либо тех, кто пожелает обучиться на нашей программы, в рамках фонда бесплатно. Также у нас есть партнерские отношения со школами, детскими садами, в рамках которых можно будет пройти практику. То есть очень важно не только получить знания. Мне кажется, сейчас в 21 веке проблем со знаниями нет ни у кого. Главное – это практика. Да, главное – это практика, и очень важно осуществлять вот эту практику под чьим-то руководством. И, невозможно, мы планируем создать определенное сообщество, либо привлечь тех специалистов, которым это было бы интересно, работать под курацией опытных практиков. И, соответственно, почему 1,5 года, да, длительность проекта? Потому что когда ребята пойдут в 1 класс, ребята увидят своих тьюторов, а тьюторы увидят своих ребят, у них могут возникнуть разные ситуации и вопросы, которые будут нуждаться, это слово называется... Консультация. Да, супервизия, условно говоря, да. То есть это тот момент, когда у меня, как у начинающего специалиста, всегда есть вопрос к более опытному наставнику. То есть сохраняется время для того, чтобы не только подготовиться, не только пройти практику, но и в дальнейшем уже воплотиться в жизнь. Да, мы бы очень хотели. У нас есть некоторые ограничения по количеству людей, которые мы сможем обучить, но мы обязательно рассмотрим все заявки, которые к нам поступят. Совсем скоро мы анонсируем, так сказать, набор к нам в проект ребят и набор тьюторов, либо тех, кто хочет обучиться на наших курсах, даже если это будет родитель, для того, чтобы была возможность посмотреть и попробовать то, как мы попробуем организовать свою работу. Хорошо. Образование действительно очень важный фундамент для ребенка, да, и тем более, если у него есть особенности развития. И не всегда родители могут отстоять, например, свои права, да, на образование со специальными условиями. Будет ли оказываться по проекту правовая помощь для наших родителей? Да, у нас в фонде есть юрист, который будет оказывать поддержку. Мы вообще в целом как фонд оказываем юридические консультации, но те, кто станут участниками нашего проекта, у них будет возможность получить также консультативное сопровождение и юриста в том числе. Хорошо. И давайте еще раз напомним, с чего все-таки начнется реализация вашего проекта, да, и что должно стать итогом. Мы хотим, чтобы наш проект в последующем стал какой-то более серьезной законодательной, так сказать, инициативой, и нам очень важно разработать какие-то методические рекомендации, которыми смогли бы руководствоваться все школы на территории не только нашей республики, возможно, коих более 600, да, и мы начнем с того, что соберем общественность и выслушаем, у кого какие есть задачи, пожелания, предложения в соответствии с тем планом, который мы разработали. Очень важно подключить в работу и органы исполнительной власти, и родительскую общественность, и школы, то есть, чтобы это была такая консолидированная работа. И мы, как фонд, выступим такой своеобразной площадкой для объединения. Выбраны ли, может быть, какие-то у вас определенные школы для внедрения опыта работы, либо это должно быть повсеместно по всей республике? Мы получили поддержку, когда готовили проект. Мы сходили в 35-ю школу, познакомились с практиками ресурсных классов и заручились поддержкой 35-й школы, которая является передовой в вопросах создания ресурсных и классов и реализации инклюзивного образования. Поэтому нам очень важно, чтобы таких школ стало больше. И мы надеемся, что наши партнерские отношения позволят нам распространить эту практику. То есть, скорее всего, практику будут проходить, наверное, в 35-й школе, да? Мы предложим школе и нашим тьюторам, да. Если например, у заинтересованных, может быть, семей, да, у людей, родителей, детей возникли какие-то вопросы, если они заинтересовались вашим проектом, если они хотят присоединиться к вам, может быть, даже подать заявку на тьютора, куда им нужно обращаться, где они могут почерпнуть дополнительные сведения для того, чтобы задать
задать вопросы, написать вам и так далее? У нас есть наш сайт добросаха.ру, также у нас есть страничка ВКонтакте, в Телеграме, и самое главное, лучше сразу обращаться напрямую к нам в колл-центр. Если вы не знаете, как найти номер телефона, то можно в сервисе 2GIS набрать фонд Харсхал. Мы находимся на Куршова 24. Можно прийти к нам лично в офис, можно написать в нашу службу заботу вот в колл-центр. И как только мы анонсируем, получается, вот мы готовим к выходу новость о том, что мы готовы открыть набор, я думаю, что у нас очень открытая информационная доступность, поэтому мы будем рады, если вы свяжетесь любым удобным для вас способом. Угу. Самое главное, наверное, не молчать. Если есть вопросы, обратиться с ними к вам, да, получить какие-то дополнительные консультации, да, заявить, может быть, о своем желании стать тьютором. Да, потому что, допустим, был вот такой вопрос, сможет ли принять участие в проекте ребенок, который уже закончил 1 класс, но он не тянет образовательную программу, и стоит вопрос, что делать дальше. Вот. То есть таких вопросов может быть достаточно. Хорошо. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Было очень интересно узнать о проекте «Победитель» фонда президентских грантов. Дорогие друзья, сейчас мы вновь прервемся на небольшую рекламную паузу и не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и в третьей части нашей передачи мы поговорим о футболе, самом популярном виде спорта в мире. Он собирает у телеэкранов и на стадионах огромное количество людей, которые болеют за свои команды. И сегодня у нас в гостях призеры всероссийского турнира «Зимний кубок Инспорт. Территория футбола. Сириус-2023» в городе Сочи. Поговорим на тему детского футбола и правильного воспитания юных спортсменов с гостями нашей студии. Итак, это тренер футбольной команды Академии футбола Якутия Илья Александрович Павликов. Добрый день. Здравствуйте. И юные спортсмены Павел Пухов, Джулсхан Уаров и Дмитрий Елисеев. Приветствую вас. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Итак, Илья Александрович Павликов, тренерский стаж больше 6 лет, высшее образование в области физической культуры и спорта, практика с детьми в возрасте от 5 до 16 лет. Все правильно? Верно. Угу. С чего начинался ваш путь в футбол? У моего поколения футбол начинался во дворе. Уличный футбол со старшеклассниками, с детьми с соседней площадки. Мы играли в футбол под лавочки. На лавочках сидели бабушки. Мы играли в футбол между деревьями. Потом постепенно футбол перерастал более в какую-то профессиональную деятельность нашу. И толчок был самый главный, когда школьный учитель физкультуры позвал меня выступать во 2 классе за старший возраст, за 3 класс, за сборную школы. И дальше была 1 секция, и так далее. Хорошо. А есть какой-то универсальный совет вообще, как заинтересовать ребенка футболом? Самый простой универсальный совет, который могу дать, это родителям и, например, людям, которые хотят вовлечь ребенка в футбол, это личный пример. Взять мячик, позвать ребенка поиграть с ним в эту замечательную игру с мячом. Если даже ребенок не заинтересован, но увидит то, что, например, там папа, там старший брат, либо какой-то дядя, либо там крестный, азартно, очень эмоционально, с положительными эмоциями играет весело в эту игру, даже человеку, который не очень интересно ребенку, ему будет очень интересно, и он в любом случае подключится. А дальше, как Бог даст, полюбит он эту игру сильно или не полюбит. И самое главное, это игра, веселье. Футбол — это общение. Игра, но тем не менее, как разглядеть талант в ребенке? Талантливого ребенка разглядеть можно иногда практически сразу. Талантливые дети выделяются в различных подвижных играх сразу, то есть своим игровым мышлением. И талантливые дети зачастую более ловкие и координированные от природы. Это бывает. Но есть и скрытые таланты, которые в процессе тренировок проявляются за счет своего усердия, отношения и выявляются постепенно. Вы знаете, что этот год у нас объявлен годом педагога и наставника. Я думаю, что тренеры тоже относятся к этой категории, да? Как вы находите подход к детям?
Ну, я не скажу, что какое-то есть универсальное средство, но самое главное быть честными с детьми, относиться к ним как к полноценным взрослым людям, то есть быть честными, порядочными по отношению к ним и любить детей обязательно. И кому-то с каким-то ребенком достаточно дать мячики, дать ему возможность поиграть, а некоторым детям надо поддержать словом, там, прикосновением, то есть, ну, взять его, подойти, приобнять, там, условно, если он маленький, то есть поддержать его, чтобы он не переживал. Ну, это когда проработаете не один год, уже, в принципе, понимаете, какому человеку, Всё какому приходит ребенку, с да, опытом. с опытом, да. Мгм, хорошо. Давайте теперь поговорим о соревнованиях. Да, сколько вообще команд принимало в них участие? Каким был итог? Принимало 32 команды в 4 возрастных группах. 2010 год рождения у нас добился 3-го места, то есть пьедестала. 2011 год одержал у нас 3 победы, 3 раза проиграл, занял место в середине турнирной таблицы в своем возрасте. Смешанный состав у нас, который играл, можно сказать, вне конкурса, 2019 год рождения, у нас одержал там 1 победу, ничью. Другие игры проиграл, да, ну, там мальчишки были задействованы, которые меньше занимаются футболом. И в старшей возрастной группе 2009-10 у нас выступали мальчишки 10-го года рождения, получали как дополнительную нагрузку. Мы там играли без задач, в основном ротировали состав и получали практику, ну, также отобрали у кого-то очки. Ну, я считаю, что положительный опыт был у нас достаточно. Но в итоге? В старшей возрастной группе мы были последними. Ага. Ну, а так я слышала, что вы стали призерами. Призерами по 2010 году, да. Мы даже чемпиону не проиграли, сыграли 4-4. И с серебряным призером, там была круговая система, мы решали, кто займет 2-е место. И сыграли 0-0. Ну, у нас были моменты, но мы не реализовали. Ну, это футбол, так бывает. Хорошо, я слышала, что по итогам соревнований дети получили даже именные награды. Да, лучшим вратарем турнира по 2010 году рождения был признан наш вратарь 2011 года рождения, который играл за старший возраст во всех важных матчах, потому что он у нас один из самых опытных вратарей и способных. И Дмитрий Елисеев, капитан команды, стал лучшим бомбардиром турнира. Забил больше, чем кто-либо на этом турнире. Здорово. И ценным игроком был отмечен у нас Матвей Николаев, Артем Терешкин. В других возрастных группах у нас был отмечен Михаил Бурнашов ценным игроком, Артем Пушмин ценным игроком. В 2011 году, именно в 2011 году, которые выступали в 2011 году, у нас были отмечены Вячеслав Ходяков и Дилусхан Леонтьев. И Павел Пухов у нас, который присутствует в студии, не был отмечен никакой наградой, но забивал очень важные голы в нужный момент, в которые нам помогли добиться медалей. Хорошо, давайте теперь обратимся непосредственно к самим юным футболистам. Да? Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы пришли в футбол? Давайте начнем с вратаря. Я пришел в футбол в 4 года. Ух ты! Я начал играть в футбол, мне очень понравилось, и я начал им заниматься. Кто тебя привел в секцию? Мама. Хорошо. Остальные участники? Я пришел в футбол в 5 лет. Ну и с детства любил игры с мячом. И как только пришел на первую тренировку, буквально влюбился в эту игру. Я пришел в 6 лет, меня отвела мама. Я прям проснулся и попросил ее отвезти меня на футбол, потому что я играл в детстве еще. В лет 5-4 я играл в дворовой футбол, мне очень нравился этот вид спорта, поэтому сразу на первой тренировке также я очень влюбился в этот вид спорта. Ну, мы знаем, конечно, что футбол – это командная игра, и поэтому здесь, наверное, действует девиз «один за всех и все за одного», да? Получается, что команда влияет на ребенка, развивает его. А вот как самим суметь почувствовать себя нужным звеном единого механизма? Есть какой-то вот рецепт, правило? Да. Чему вас учит тренер? Расскажите. Ну, слушаться тренера, соблюдать питание и режим. Так, а у вас какой секрет? Ну, я считаю, нужно быть уверенным в себе. Стараться на каждой тренировке. Ну а для того, чтобы все-таки вот чувствовать себя частью целого механизма? Они знают ответ, просто чуть-чуть стесняются. Надо играть в первую очередь на команду, не на себя, и пытаться приносить пользу коллективу своему. И, как говорят в футболе, не играть за фамилию на футболке, а играть за эмблему, которую клуб ты представляешь.
Хорошо. Ладно, и хотелось бы знать, есть ли у вас какие-то, может быть, свои идеалы, какие-то герои, на которых вы хотели бы быть похожими? Профессиональные футболисты, они есть, наши кумиры. Угу. Смотря на них, хочется играть так же, как они, может использовать какие-то фишки их. Действия на поле повторять может. Ага, Хочется. хорошо. И о чем мечтается юным футболистам? Мне стать профессиональным вратарем. Угу. Так, а у вас какие мечты? Ну, также стать профессиональным футболистом. Угу, хорошо. И о соревнованиях немножко расскажите. Вы, наверное, увидели, как играют другие команды, да? Вот какие-то выводы для себя сделали по итогам соревнований? Да. Угу. Ну, научились новому. Но я научился прям от других команд новому. Ага, хорошо. То есть посмотрел на игру других команд и Да. получил для себя что-то новое, да? У вас? Мобильные команды были очень Мгм. быстрые, умные, хорошо в пас играли. Угу. Ну, я знаю, что это ваша не единственная победа, да? Илья Александрович? Верно, да. Ага. У нас были еще успехи. У нас вообще за период работы вот с Павлом, с Жулусом, с Димой порядка 30 медалей. Ой, как много. Да, и это в общем. Вне пределов республики у нас где-то порядка 8-9 медалей. Есть и первые места и в мини-футболе, и в большом футболе, то есть имеется там под наш возраст подходящий футбол, который большой идет. Ну, мы побеждали, например, в АФЛ турнире, это World Cup, где были Абхазия, ДНР, многие другие города Российской Федерации. Угу. И также в Амурской области побеждали, были призерами Краснодарского края неоднократно. Ну, то есть постоянно пытаемся выезжать, участвуем, добиваемся успеха, и уже нас знают, и уже наших детей знают. Некоторые дети уже получают приглашение в селекционные сборные. Вот сейчас один ребенок получил приглашение в селекционную сборную «Спартак регионы». Это курируется проект с человеком, который работает на селекционное дело московского «Спартака», одной из самых известных школ в России, самого известного клуба в нашей стране. И плюс получили положительный отзыв от куратора этого проекта. Некоторые игроки наши, Паша, кстати, в их числе, капитан и еще мальчишки. Ну что же, действительно молодцы. Я могу только порадоваться за успехи наших ребят. И раскройте, пожалуйста, секрет. Вот как стать успешным футболистом? Ну, все начинается с твоего отношения к футболу. Конечно, должна матушка природа помочь с быстротой, со многими моментами, с быстрым мышлением тоже. И она как бы все это развивается, но если природная предрасположенность есть, то это очень здорово. Но все начинается с отношения и желания. Если ты на самом деле хочешь добиваться успеха и готов работать над собой, каждую тренировку не пропускать, то есть не оправдываться на морозы, там, самочувствие, то есть там, лень, то у тебя, в принципе, всегда будут шансы. Всегда будут шансы стать чемпионом. Ну Да. что же, я благодарю и напомню, что у нас сегодня в гостях были члены команды Академии футбола Якутии. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго. До свидания. До следующих встреч.